Кляшторная Майя Тодоровна, дочь бывшей узницы Алжира Германович Янины Михайловны и репрессированного белорусского поэта, лирика Тодора Кляшторного, которого называли белорусским Есениным. Ей тогда было всего 4 месяца. Маленькая Майя находилась в лагере, в детском доме за колючей проволокой, а когда ей исполнилось 3 года, ее отправили в Осакаровский детский дом. Майя Тодоровна вспоминает, что вместе с ней в детском доме находилась дочь Турара Раскулова Рида. Их кровати находились рядом, и они утром щупали друг друга, проверяя, живы они или нет. Перед тем, как детей отправляли в Осакаровский детский дом, мамам разрешали попрощаться с детьми. И тогда мама Майи, Янина Михайловна, сказала: «Запомни, Майя, ты не одна. У тебя есть 2 сестры, Татьяна и Веснаина». Как мог ребенок запомнить в 3 года, что сказала мама? Находилась Майя в детском доме до 1947 года. За это время она научилась немного читать. Детишкам не давали читать письма, которые приходили в детский дом. Этими письмами утепляли окна. Когда Майя стояла у окна, она увидела край бумаги, который напоминал ей письмо. Вытащив письмо из конверта, она прочитала свою фамилию. Письмо было от старшей сестры, которая ее разыскивала. Затем Майя написала ответ, и таким образом сестры нашли ее, и с тех пор они никогда не расставались. В лагере она росла слабым ребенком, ей всегда хотелось кушать. Один раз она осталась голодной, и когда ей дали кусочек хлеба, она собирала каждую крошку, а оставшийся кусочек бережно прятала под подушку. Уже столько лет прошло с тех трагических дней, но Майя Тодоровна хранит бережное отношение к хлебу, всегда кладет кусочек хлеба в сумку. И, приехав в Казахстан из Минска, она привезла с собой кусочек хлеба. Вместо таблеток от головной боли она вдыхает аромат хлеба, который исцеляет ее сразу. Воспитательница тетя Фрося была очень добрым человеком. Она жалела, помогала чем могла. На ночь, успокаивая детишек, давала каждому по зернышку пшенички. Майю называли в детском доме ласково «ласточкой». В 2014 году в ходе исследовательской командировки в город Минск Республики Беларусь сотрудники музея встретились с Майей Тодоровной, передавшей в фонд музея одеяло, в которое ее 4-месячную в лагере пеленала мама. До передачи одеяла в музей его хранили как самую дорогую семейную реликвию.